Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня мы продолжаем рассказывать и показывать спасенных в Якутске малышей и также новости о Пьеро. Прилетело много хвостиков. У нас очень горячая пора, заботы, хлопоты, клиники. Пожалуйста, не забывайте помогать им. Спасение только начинается. Спасение в Москве начинается. Пожалуйста, нам помогайте. Маленький спаниелька, совсем малышок, сдали хозяева, наигрались, надоел, сдали именно в ППЖ, это жуткое место. Он весит-то всего 5 килограмм. До безобразия ласковый, добрый, игривый, тянется к человеку, хочет играть, хочет на ручке. И вот ему уготована вот такая тюремная клетка. Вот это красопет. А тебя кормили когда-нибудь в жизни, вот, а? Вот там, я смотрю, у тебя тела нет. Там только есть скелет. А? Кормили тебя когда-нибудь или нет? Друзья, вот такая прилетела маленькая спаниелька. Наверное, никогда не ела. Только уши большие. А так скелетик. Без хвостика скелетик. Ну совсем ты крошечка. Ты крошечка. Ты сколько весишь? 5 килограмм, что ли? А? Боже мой, ты хочешь кушать, моя золотая? Да это же какашки твои в пакетике. Сейчас пойдем, я тебе дам покушать. Ой, какая ты умница. Какая же ты умница. Умница. Не дают покушать. Мальчику так хочется кушать. Это мальчик. Мальчик у нас. Мальчик. Ну все, сделал дела? Пошли, я тебе дам поесть. Заморишь червячка. Да, да. Видите, мой хорошенький. Вот такой спаниелька к нам приехал. Вот такой, спонтанно спасенный уже. Да ладно, туда не пойдем, не пойдем. Пошли, мы машину ждем. Ой, ты, неважно с кем целоваться. Ай, ты мой. Покусает, покусает. Ты такой шустрый, шустренький, маленький шустрик. Играть. Играть, иди в тенечек играть. Запах ему не дают покоя. Они же... Да, это все по норам, по норам. Крутябишь больно. Давай со мной играть, давай со мной играть. Я хочу играть. Ласкаться, это любовь. А ну-ка. Это любовь. Давай на ручках. Я хочу на ручках. Все, сколько весит? На чем? У меня нет ошейника такого маленького.
Одевают меня. На него. Да. Вот ты умеешь шлейфом пользоваться? История этих щенков такова. Они умирали в коробке на солнцепёке, и их переносили от одного магазина к другому магазину, из кустов в другие кусты, пока какие-то ребята, мы не знаем их, не перенесли их в какое-то более прохладное или более затененное местечко и не вынесли им покушать. Молока ли там или хлеба что-то дали. И вот тогда они стали немножечко оживать. Вот такая у них предыстория. Они, в принципе, уже были почти полутрупы, лежали как тряпочки в этой коробке. 3 щенков. 3 щенка забрали оттуда. Вон там магазин. Туйгун. Возле входа. Сколько? 4 дня они там были, да? Я вчера Не, они вроде, смотри, им жарко и пить хотят, и кушать в основном. Вот кормлю такие вот они все. И что? Водичку они все пьют. Что это, мой хороший? Ой. Малыши, карандаши. Ой, как они жадно пьют-то, мои хорошие. Пьем и уже хорошо. Худенькие. Худенькие зайчики. Подожди, малышенька, подожди. Вот девочка маленькая, да? Да, хорошие. Ой, не выспались девчонки. И ты еще тоже. Ой, ты мои хорошки. Хорошки. Ну какие зайчики. Я ее отсадил, чтобы она хоть косточки могла покушать вкусные.
Кушать-то он ей позволяет с миски. А вот если косточки погладать, да, Пьеро? Пьеро, хороший мальчик. Хороший. Он пока обвыкается, пока день, два, три посидит на цепочке, потому что может перелезть. Был в этом замеченный. Потом освоится. Я очень прошу вас, не забывайте о нас, о наших ежедневных заботах. Ведь вывести из ада – первый шаг. Вы помните, что основные проблемы и основное спасение, оно начинается в Москве. О том, что проблемы решаются с помощью денег. И вся жизнь зависит от вашей помощи, друзья. Здесь мы их размещаем на платную передержку. Здесь мы их откармливаем, прививаем, восстанавливаем их здоровье, пиарим. Здесь нам также нужны деньги, и мы очень в них нуждаемся. Поэтому не забывайте, не бросайте нас, пожалуйста.